До конца месяца Рамазан остались считанные дни. Продолжается пост мусульман. Наша съемочная группа побывала в гостях у таджикской династии Перовых, где свято чтут каноны ислама. После азана, то есть оповещения о заходе солнца, все, кто постился, собрались за поздним ужином. Мужчины, как правило, в одной комнате, женщины с детьми в другой. На разговение своих родственников позвал Рустам Перов, один из старших братьев. 17 лет назад он первым обосновался в Белорецке и вскоре собрал возле себя всех остальных. Белорецк для Перовых стал еще одной малой родиной. Здесь город нормальный, люди хорошие, как-то общаемся со всех соседями там. Нормально, да, можно. 6 сыновей Перовых друг за другом пустили корни в Белорецке. 3 дочери зажили самостоятельной жизнью в Таджикистане. Отцу семейства, Бекжону Мурзаевичу, никак не хотелось находиться вдали от сыновей. И он с нынешней супругой Галиной Николаевной вслед за ними перебрался в Белорецк. Я сам шофером работал. В 1973 году я приезжал сюда, виноград привозил. Вот здесь. И вот я эти места знал, в Самаре был, везде я ездил, в общем. Я сказал, чем у нас жить, лучше в Россию перейти. 1,5 года мы приехали сюда. Вот приехали, понравилось, дети здесь. В чем я одной там оставаться? Уже мне 76 лет. Думаю, поедем. И ее забрал сюда, вот. С ней ушел, квартиру купили, дети помогли. На родину обратно не тянет? Нет. Уже где дети, там и родина. Галина Николаевна – вторая жена Бекжона Перова. Мама его детей умерла 13 лет назад, и Галина Николаевна заменила им ее. В семье всегда царит любовь и уважение. Уроженка Оренбургской области, русская, она приняла ислам. Держу пост. И пост держу, и молюсь. Постоянно. Насколько сложно держать пост или нет? Нет, мне не сложно. Бог мне дает, а я хочу Бога, чтобы меня слышал, видел. Все хорошо, мне помогает постоянно. Не удалось Галине Николаевне лишь выучить таджикский язык. А вот невестке Альбине это не составило труда. Жена Рустама – белоречанка из татаро-башкирской семьи. С мужем живут 15 лет и воспитывают 3 детей. Кстати, старшая, 14-летняя дочь, также постится. Со всеми родственниками мужа Альбина общается на их родном языке. Подать там «Здрасте, до свидания», «люблю». Вот такие первые слова. Сначала мне интересно было, прислушивалась как-то уже. А потом уже потихоньку, конечно, он не похож на наш язык башкирский, татарский. Совсем другой. И затем все, я выучила его как-то, само по себе. Блюда, которые были приготовлены для разговения, из таджикской кухни. Их готовила хозяйка дома Альбина. На первое было подано горячее блюдо атала. Это суп из мяса, фасоли, картофеля и домашней лапши. На второе традиционное блюдо – плов. У нас готовится там морковь 1 к 1 с рисом и мясо. Если килограмм на рис, то килограмм морковки нужно. Он отличается, да. И, конечно же, приправа. Перовы живут дружно, часто собираются семьями вместе. У бабушки Галины и дедушки Бекжона 42 внука и внучек, 18 правнуков и правнучек. Когда говорят «дом полная чаша», это именно про них. Сахиба Габитова, Владислав Тихомиров, Белорецкая телекомпания.